Мы находимся на акции «Путь дома», и сейчас будет прямо на ваших глазах происходить прямой эфир, прием уполномоченного по правам человека Сарган Михайловны Гурьевой. Напомним, что акция направлена на помощь людям, попавшим в жизненную трудную ситуацию. Билеген пенсионный попробуем турус. Onu men билеген пенсионныйдары кытта кепсете хырдым. Onun боллагына администраторы хәрәкәттәре. Onun билеген ти баран документунан кирен очераты бу кирен билеген консультация турдылан бу акцияны небесте. Пенсионный фондалар эме манны бияхы тоқтап пайда кыттылырым. Отаки терактен тугуй терактен хатаки да каны. Терактенге болланы бу манны бияхы олдор 2000 трутинен жону чөлүгөр үчүгө лопотөннөргө отделение социальной адаптации дарысын бюджетин терилде. Онны холовар бу билген эме кала рахан условияга обеспеченный билген эме ыгыктырып улаллар даганы онны боллаганы бу бияга агымал акцияга мекеле кыттылыр. Onun iki pensiyoner baprogunu me aksiye kihinen kelbi jonnorgo bilgen pensiyonerler salotaların kıta kapseten bu bilgen en bihi priyon biten baramız onu ayanlıqbıt onu konsultasiya bıhırdan trudovой stajtarbın uten berabi tebilgen ben öyle etkigen onun bullağına sahın eme hep kurduk onun baranımız konsultasiya tabullar doğuktu onun tabullar bullağına dokum onun bilgen en akın solgun ben hüblen gittin en spesialistlerge tirettim bilgin en bihi bu kapsede olurubut pensiyonerler bilgin ustaskın kutumunlarkın barıda kompüterine göre olurub onun çoğunu diyecek bitne hin tuğara pet bahari diyecek Ata bu aksiyonu kıyavda kim dostan kıyavda. Bu ahımal aksiyonu bihi bu eşyalı ministersvatın kıtta bihi organmıd bu uполномоченный ondaki bırakır bihi aparatın kıtta teriyen bu onu stövülü dolurub. Onda bu bilinge ahımal aksiyonu dıgar общественная палата bu kıtlar Павловна Кален olur, председатель Голубиячита, ondaki konstitüsyonel sübeygen hangi organ terilibite, urut konstitüsyonel sultan olur, olur Kalen bahana kulaktar. Olur, o yeter kene sultan kala jomu kene nada tes oluk kapırır. Sonra bir yaka aparaka jeti hocanlar kız nedela ekede, nedela kısa da ekede. Onun bir hece untuğular gönyen killere bir, direktörge killere bir. Onun kala jomu Ağlık kadar alıyorlar, tanış kadar alıyorlar, onu son hep de akbilim anlık kayıs kadın bir kördürüm diyelim. Ondan tuhana organları kıtta tengöleli her bulmak bitti. Onun yakı bilgin hamı tünü tergir tüm baproğun, pensiyon baproğun. Aha, pensiyon. Dokumentarım var dediler. Bu pasportun kötübü, snilsin var. Onunla bolla trudovой knижка memi var. Ata ki paspora snilsin hocanın kadar kanalları ne peki paspora hocanın manna kelleklerine bu tutatına pasportun stollar buleliyorlar onlar. Onun pasportun stollar gelenler manna госпошлина төлөйлөр манна ынкуолар. Ата kaçta vakti hadi госпошлина. Госпошлина ынкуо төлөйт. Оны бир кихи бүгүн паспорын алды. Манна месяц ер onu. Проект будет нам. В эту палатку идете. Ага, паспорта. Вот, да, в первую. А потом идете на автобус. Олығы бірасты чөбәті туда еді. Отылы қартысқыда өдек байды. Сэр, спасибо, до свидания. Кәді әғын білем бар яқпы. Здравствуйте. Не вылазь. Хорошо. Он объективно всегда идет, Еремек всегда идет, пока на стадии рассмотрения Мартова. Он была топтана, когда заявление Кураевита ходатайство от
от вас, чтобы насчет веры были и не ячейка государства, была ячейка, оно, чтобы ходатайство тоже не надо. Нам, вам надо написать. Да, надо написать заявление. Вы сейчас можете написать мне заявление. Мы дома... Или дома можете спокойно написать и принести. Вы же знаете, куда. Порошова 24, кабинет 509, на 5-й этаж. Телефон горячей линии у вас есть? 507-363. Давайте я вам запишу сейчас. Так, пришли к наркологу и ФЛГ вам осталось. Туда в палатку в первую или в синюю, но в автобус. Ага. Мы расписались. Вот психологи. Вы уже все прошли? Пусть идет, покушай. Покушал, да? Нет. Не знаю, а покушайте в этой палатке? До встречи, тогда Или увидимся. сейчас рано. До свидания. Светлана Михайловна, вот я смотрю, да, вот там, так скажем, люди, которые попали сами в эту ситуацию, так скажем, да? А оказывается, акция «Путь дому» — это не только обращение вот с такими, да, проблемами, да? На самом деле они, ну, связаны со здоровьем человека. А здесь, я смотрю, люди совсем по другим вопросам обращаются, да? Значит, акция, она имеет широкий общественный резонанс. В этой связи на акции, когда мы здесь работаем, и обращаются и бездомные, вот до этого сидела наша гражданка, и другие, когда услышали, или даже мимо иногда проходящие, видят нас и подходят, мы поэтому здесь, получается, мне вот выделяют тоже рабочее место, и я принимаю, и сегодня мы ведем совместный прием с заместителем председателя Общественной палаты Якутии с Леной Павловной Ефремовой. Поэтому у нас впервые участвуют в этой акции. Спасибо большое нашей общественной палате за поддержку. Недавно прошел очень серьезный круглый стол. И как раз рекомендации видит сейчас уже член общественной палаты, руководство уже в жизни, на практике, как это происходит. Ну, могу немножко прокомментировать. А вы вообще вот первый раз на этой акции так? Или были раньше? Ну, в данное время я представляю Общественную палату Республики Саха-Якутия и являюсь членом Общественной палаты Российской Федерации от нашего региона. И в акции лично сама я принимаю первый раз, но у нас буквально недавно прошел круглый стол, посвященный проблеме вот именно лиц без определенного места жительства. И наша основная задача и круглого стола была выработать те рекомендации, которые в последующем помогут как бы совершенствовать работу в этом направлении. Хочу отметить, что акция показывает в первую очередь межведомственное взаимодействие аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, Министерство внутренних дел, правительство, один пенсионный фонд представлен, например, Министерство внутренних дел, как я сказала, да, и все соответствующие службы, в том числе для психологи здесь находятся. То есть человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, имеет возможность получить ответы и, возможно, решить какие-то такие свои жизненные ситуации, которые, вот, например, касаются оформления паспорта, да, оформления каких-то документов, получение социальных услуг и так далее. Поэтому акция, она по-своему, думаю, уникальна, является таким хорошим примером, да, конкретной помощи людям, пользующимся законом прав конституционных. А если вот как общественная палата, да, вот Светлана Михайловна знает, что принят закон, да, о медтрезвителях. И вот вопрос в Якутии пока он никак не решается, да, а сегодня акция, даже вот сейчас посмотрим, да, вот смотрите, ну, факт, лицо, но никаких мер до сих пор не приняты, хотя это федеральный закон. Спасибо за вопрос. Предваряющий прямо сразу. Спасибо за вопрос. Дело в том, что совместно с МВД мы внесли в адрес компетентных органов предложение об открытии специализированного учреждения, которое бы занимался вытрезвлением граждан в городе Якутске. Потом уже посмотреть, изучить практику и тиражировать, возможно, при необходимости в районах. Федеральный закон действительно принят, издан трехсторонний приказ МВД Российской Федерации, Министерства труда Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации. И надо сказать, что сейчас идет изучение опыта других регионов, чтобы эта организация ведь новая, да, новая форма она будет
такая вот с участием, возможно, и некоммерческих организаций, возможно, и ООО каких-то, поэтому идет сейчас активное изучение опыта идет. Сказать, что ничего не делается, это не так. Все равно идет движение, и мы просто надеемся на принятие, возможно, отдельного документа для того, чтобы здесь могли на уровне региона уже выработать решение. Что мы для этого делаем? На круглом столе, который был посвящен вопросам бездомных, который был организован Общественной палатой Республики уполномоченным по правам человека, мы уже внесли предложение. У нас будет следующий круглый стол на базе Общественной палаты, посвященный как раз организации медучредителей на территории республики. Поэтому приглашаем вас также принять участие. Но основной вопрос это, видимо, если раньше государство занималось медрезвителями и было полномочия всех государственных, а сейчас надо как бы форма свободная, да? Нет, я бы хочу сказать, что вы видите, что роль гражданского общества в формировании какой-то общественной повестки, она имеет такое значимое место, да? И принятие закона, вот каждый регион подходит по-разному. То есть, наша задача, допустим, помимо того, что государственные структуры в этом задействованы, привлечь еще и некоммерческий сектор. Мы должны быть заинтересованы в развитии общественных организаций, которые работают в этом направлении. Вот сегодня на акции, вообще в целом у нас в городе Якутске представлена такая организация, как «Линия жизни». Это самая ведущая организация. Мы в повестку, например, себе в работу взяли распространение опыта работы данной организации, например, в Дальневосточном федеральном округе. То есть это у нас уже как бы в план работы вошло. Кроме того, мы должны выработать свою модель, которая будет уместна конкретно для нашего города Якутска, для нашего региона, то есть региональная модель. И к этой модели мы должны будем прийти в ходе вот как раз-таки общественного обсуждения с участием всех заинтересованных сторон. Спасибо. Спасибо. С вами был Олег Желнин. Я еще выйду в эфир. До скорой встречи.